Я вас категорически приветствую, мои уважаемые коллеги. Как вы видите, игрушка War Robots, стартовая заставка, и она с серьезными обновлениями. Обновления связаны с тем, что, как вы видите, появились пилоты. Значит, вот, весьма такие пафосные. Значит, ну, как их даже не назовешь по-другому, весьма такие пафосные, значит, граждане и гражданки, судя по всему, как обычно, не без элементов 16+, так сказать. Уж весьма такие у них облегающие костюмы. Ну, вообще-то это странно, да? То есть вот такой строгий топ и вот у барышни во всяком случае. Ну, у парня, как полагается, брутальный и мускулинный. Немножко убавим громкости. Ждем, пока загрузится. О, и загрузилась. Давайте посмотрим. Тебе нравится War Robots? Конечно, нравится, но отметку в другой раз. Специальное предложение 5000 рублей. За 5000 рублей у нас тут квартплату можно за месяц погасить. Вот. А вы мне предлагаете месяц купить игрушки. Еще со скидкой, обратите внимание, вообще. Жесть. Вот, кстати, очень интересное предложение. Бестолковое, на самом деле, это вооружение сейчас, судя по отзывам. Но, тем не менее, цена 400 рублей. Блин, я лучше за эти деньги книгу куплю. И не одну, кстати, на Литресе. И неплохую, кстати. Не только на Литресе, но и в Читай-городе, например. Так, открыть. Немножко серебра. 312. Что хорошо, эта игрушка и без доната позволяет продвигаться. Так, тут смотрю, кто-то... Ваш клан, получил новый ранг. Забрать. Полезно. Так, что у меня? У меня всего лишь 63. Гоша вообще красавчик. Гоша 701 рубается. Рубается, как у него дела-то обстоят. Чемпион! Ха-ха, красава. Просто красава. Так, и что у него в ангаре? Давайте посмотрим. Мендер, Меркури, Инквизитор, Фьюри, Спектр. Слушайте. Статистика сражений. Вообще красава. Еще и смотрите, интерфейс изменили. Серия побед, урон 3,3, 15 за максимум уничтоженный рекорд. Урон почти 1,5, серия побед процент 46. Ангарные отсеки, соответственно. Так, а у меня? Давайте просто уж померимся, что называется, показателями. Так, вот он я. 2 ангарных отсека у меня, значит, это вот мои скромные роботы. Да. Значит, не до конца, конечно, все показано. Ну, у меня и урон, в принципе, неплохой. 12 машин. Серия побед. Процентик повыше у меня. 945 побед. Да, то есть 54%. Почему нет? Мы тоже перцы. Ха-ха, дубенские. Приглашение заявки. Приглашение BFG. Да, это, наверное, его все-таки Гоша пригласил. Он достаточно активный игрок нашего клана. Ценный игрок, хочу отметить. Арена 13. Получить. Получить. Чуть-чуть не хватило. Буквально-таки еще один повтор можно сделать. И у меня будет как раз еще один скорж. Пока закроем. Будем копить деньги на какой-нибудь грейд. Так, что с пилотами? Что-то не совсем понятно. Давайте попробуем снарядить. Где они находятся-то? Самая фишка-то. Где нам взять пилотов? Что-то не совсем понятно.
Где их взять-то? Где они в интерфейсе-то? Пилоты задания. Ежедневные. Клановые. Не видно. Вроде тут на каждую машину можно посадить пилота. Наташа. Снарядить. Логично было бы в снаряжении, короче, найти. Вообще непонятно. Где пилоты? Куда делись пилоты? В меню. В меню. Меню, кстати, тоже поменялось немножко. Соглашение, помощь, расширенные. Ручной выбор цели для удержания. Отображение прочности союзников. Давайте включим. Для всех. Не понимаю, как включить пилотов. Давайте начнем бой тогда ради интереса. Может, там разберемся в процессе. Начать бой, быстрый бой. Что-то вроде пообещали дать пилотов, а пилотов нет. Ну и ладно. Быстрый бой. Быстрый бой. Гонка за маяками. Хорошая карта, мне очень нравится. Качество связи у меня не очень хорошее. Ну да ладно. Возьмем Наташу. Одна из классических и самых первых карт. Карта Спрингфилд. Прочность моих союзников. Все полненькие. А, кстати, можно было отключить. Не нужно это. Не нужна эта опция. Так, двигаемся, двигаемся. 600. 500. Я успею по ним дать залп. Ай-яй-яй, ракеты. И ракеты мчатся к цели. Подлечимся. Я их могу здесь, в принципе, спокойно обстреливать. Центральную взяли. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, отходим. Нет смысла сейчас. Нифига себе, у меня тут негодяй прибежал. Так, тогда мне нужен Лео, тяжелый штурмовой Лео. А иначе сейчас у нас будет трабл. Вот он меня здесь подбил. Так, этого возьмут. Этот мы отобьем. Не попадаешь? Правильно. Так, это-то понятно, но надо двигаться, Геннадьевич. Геннадьевич, надо двигаться. Сейчас ракеты по мне полетят. Попался. Есть. Блин, не нравится мне этот робот, конечно. Имеется в виду тот, который... Так, лечилка, лечилка, лечилка. Арес.
Да, очень плохо. Очень плохо. Мне бы сейчас... Успею я его вынести? Нет, 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 не успею. Слишком их много на центральном маяке. Вот засада. У нас еще один маяк перехватил. Кто? Спектр. Не уйдешь. Сейчас у него кончится. Так, выдвигаемся. Выдвигаемся. Тяжелый бой для нас оказался. Да вижу я, что ты мне стреляешь. Знаешь, что надо идти, но у меня робот-то не такой скоростной, как надо бы. Но сейчас мы попытаемся перехватить у них. Ага, ха-ха-ха, попался. Кто? Что-то я не понял, кто по мне стрельнул. Широким лучом, походу. Сейчас появится у нас здесь оппонент. Ха-ха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Жгет. Подбили. Сейчас еще один будет здесь. По идее, должен здесь. У них здесь точка, значит, респауна. 3 машины. Мы, кажется, можем победить. У нас есть все для этого шансы. Так, у него сейчас невидимость кончится. У него кончится невидимость. Ага, кончилась. Но он слишком под неудачным углом находится. Так, сейчас появится. Где он появится? 2 машины мы ведем. Ага, вот он наш оппонент. Черт. Восстанавливаемся. Спрятался. Собака. Ах ты. Подбили. Ди. Надо атаковать. Он там один. Я не успею. Мне нужен что-то скоростного типа Рина возьмем. Эх вы, ребята, как вы долго соображаете. Что же мне так не повезло с моей командой, а? Долго. Не, реально долго они соображали. Надо было стараться перехватить центральный маяк, а они что-то тут реально подтупливают, я бы так сказал. Хотя, может быть, держали бой. Сейчас поможем им залпом ракетным. Перехватываем центральный маяк и выдвигаемся на дальний. У них тут запас по маякам. Не смогут они противостоять массированному давлению. У Рины, конечно, есть хорошее преимущество. Это все-таки вот этот штурмовой режим, который для тяжелого робота просто потрясающая находка, поскольку позволяет держать серьезную угрозу создавать. Конечно, сейчас это робот не того уровня, не того класса, которым он был раньше. Всякие вот эти, Булгасари, Аэчи, они, конечно, поменяли ситуацию. Так, мы этот маяк перехватили и сейчас выдвигаемся на маяк Би. Он попытается захватить наш маяк и тем самым, но он не сможет удержать. Опа, серьезно у нас сейчас здесь будет. Сейчас у него должен кончиться этот.
кончился. Огонь! Блин, 3 машины, а? 3 машины. Я вот думаю, сейчас что делать? Теряет прочность мой напарник. Ну, подбить. Давай еще одну ракетку. Ах! Черт. 2 машины. Надо прорываться на маяк. Надо прорываться на маяк. Надо прорываться. Ах ты черт. Лечимся. Двигаемся. Нет, сейчас я походу потеряю все-таки. Потеряю. А может быть не потеряю. Посмотрим. Да, потерял. Ладно. Бог с ним. Ах ты черт. Так. Вот она. Выдвигаемся. И захватываем. Срочно надо перехватить еще один. Это не так-то просто будет, потому что у меня тут оппонент оказался. Сейчас они попытаются еще один маяк захватить, а мне надо отбить. Ах ты негодяй. Есть. Еще один. Да что ж вас тут столько? Проиграли. Ну, проиграли, конечно, не удерживали маяки. Поэтому и проиграли. Вот такой вот интересный поединок. Где же пилоты находятся? Почему не могу найти пилотов? Очень странно. Ну, давайте посмотрим показатели. Твоя награда неплохо, 242 тысячи, исходя из того, какой урон. Наверное, топ-1 по урону. Да, топ-1 по урону, топ-2 по маякам. Короче, самый полезный оказался. А, у нас еще одного бойца не было. Понятно. Ну, тогда понятно. И при этом у нас еще был шанс повоевать. Удивительно. Может быть, у них ангары были не такие полные. Давайте посмотрим, с кем мы столкнулись. Хорошие роботы. Да, они просто хорошие, а очень хорошие роботы. Все донаторского класса. Инквизитор, Спектр, да. Колумбиец или это у нас Перу? Какое? Это какая-то латиноамериканская страна. Вирго. 87. Да. Горячий испанец. Испаноговорящий. Латинос. Так, ну что ж, неплохо, в принципе, но все-таки ключевой вопрос. А где пилоты? Что-то непонятное. Так и не понял, как ставить пилотов на машину. Ну и ладно, не принципиально. Хорошего настроения, позитива. Не забывайте делать киберзарядку. До встречи.